Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые соотечественники, уважаемые братья и сестры, и в том числе народ Киргизстана. Сегодня я хочу записать маленький видеоролик и хочу обращаться к народу Таджикистана и одновременно к киргизскому народу. Во-первых, примите мои искренние соболезнования о том, что о потере погибших людей и со стороны Киргизстана на границе, и со стороны Таджикистана. Мне очень жаль, что опять же так получилось. Опять же погибли мирные люди, в основном со стороны Таджикистана на этот раз, и, конечно, со стороны Киргизстана тоже. И что я хочу сказать? Последние несколько веков народ Таджикистана и Киргизстана жили в дружбе, в мире, и между ними не было никакой розни, никакой войны, и они жили по соседству все время, и не было проблем земли. Даже если было, они решали это все по мирному пути. Но, как мы все видим, последние 2 года, если заметили, после изменений, после новой правительства в Киргизстане, и вот это ухудшилось, это стычки, это конфликты между киргизами и таджиками. И обратите внимание, братья и сестры, и Киргизстана, и Таджикистана, как я наблюдаю за последние 2-3 года, за последние 2 года, скажем, конфликт все больше стало, жертв все больше стало с обеих сторон, и с киргизов и таджиков они чуть ли не сделали врагами. И я хочу обратиться. Сегодня я послушала один ролик нашей сестре, киргизской сестре. Она очень грамотно, очень хорошо обратилась к своему народу, к правительству и ко всем женщинам Киргизстана, что ее поддержали. И я вот после того, как посмотрела ее ролик, и я решила поддержать ее и со стороны Таджикистана, как сестра ваша, как таджичка, активистка, правозащитница. Хочу обратиться, во-первых, к женщинам, нашим сестрам, киргизам и таджикам, и тем женщинам, которые потеряли своих детей, своих мужей, своих родственников, чтобы написать заявление. Если мы не можем написать заявление, хотя бы обратились с такой коротким видеороликом, 2-3 минуты, 2-3 минуты достаточно, и обратиться к своим властям, правозащитным международным организациям, к ООНу, в конце-то концов, потому что там происходит жертва, и мы никак не можем решить этот вопрос в течение нескольких лет. И эта война, я думаю, с подписанием протоколом и еще пловом не решится. Я не уверена в том, что через какое-то время опять же продолжится, опять же будут конфликты, опять же там будут жертвы. Вот что, я хочу, чтобы мы, женщины, тоже вкладывали свою лепту, поддержать наши дружеские страны, и чтобы мы обратились к нашим властям разбираться вот с этим конфликтом. И, как я до этого сказала, ко всем международным организациям, чтобы написали заявление и нашли истинных, настоящих виновников, которые играли роль вот этой войне, вот последней стычки. И было больше потери. До этого тоже было. По тем информациям, которые я получила, по данным, которые я получила, я не уверена в том, что это конкретные данные. Около 60 человек потери со стороны Таджикистана, а со стороны Киргизстана то же самое, чуть меньше. Но факт не в этом, суть в другом, что в последнее время я заметила в YouTube-каналах и по всему в интернете там ведут пропаганду, дезинформацию. Якобы блогеры и наши журналисты, к сожалению, со стороны Киргизстана, очень активно ведут свои деятельность, дают дезинформации и провоцируют народ, чтобы они стали больше ненавидеть друг друга. Я вот хочу им сказать, чтобы они прекратили все это. Мы не будем сейчас разбираться в том, кто виноват, кто первый напал, кто
кто потом напал. Но факт, что была жертва, факт, что был конфликт, опять же, после подписания протоколов, это было несколько месяцев тому назад, 2-3 месяца, может быть, 2, может, меньше, я не могу сказать сейчас точно. Опять же, дети умерли, матеря умерли. И опять же погиб мирный народ, в основном мирный народ. И что я хочу? Цель моего обращения – прекращать. Чтобы прекратили вот это все, прекратили войну. Мы никто не хотим. Нет, я уверена в том, что ни Киргизстан, ни Таджикистан, никто из нас не хочет войны. Мы хотим, чтобы жили в мире, чтобы не проливалось слезы наших матерей и жен. Я надела этот платок ради уважения того, чтобы наши поддержать наших матерей, те, которые потеряли своих близких. А что я еще хочу сказать? Да, я хочу обратиться к тем блогерам со стороны Таджикистана, со стороны Киргизстана, чтобы не вели свою дурацкую пропаганду, чтобы не разжигали войну, чтобы ненависть между двух сторон, с обеих сторон, чтобы мы прекратили это все. И хочу властям сказать, что тщательно наблюдали за этим и принимали какие-то меры. А тем виновникам, которые действительно виноваты, я думаю, что это была очередная политическая игра, опять же, за счет мирных граждан. Прекратили эту игру. И Камчикбу Ташаеву, и в том числе нашему правительству, тем людям, ответственным людям, которые где не должна была совершать войны, они должны были контролировать. Обращаясь к ним, прекращайте свои игры. Оставьте людей в покое. Дайте жить мирно. Решайте, в конце концов, эту проблему. Проблему, приграничной проблемы земли. Все мы умираем, и эта земля останется после нас. Мы все мусульмане, мы все братья, и мы должны жить в мире. Мы должны организовать одно единое наше государство, будет отдельно одно единое, должны были сплоченные, как это сказать, одно единое не государство. Забыла это слово. Одно единый союз, чтобы в Средней Азии был один единый союз. Что киргизы, что туркмены, что Казахстан, что таджики. Мы все живем в Средней Азии. И я предлагаю вот это, чтобы у нас был один единый союз. Между нами не было никаких границ, не было никаких солдатов. Только чтобы мы защищали свой союз. Как в Евросоюзе. Европарламент тут тоже существует. А каждое государство отдельно, но у них есть один союз, Европарламент. Я хочу, чтобы у нас в Средней Азии тоже было Евроазия. Можем, скажем так, потом можем поменять имя. Это значения не имеет. Но чтобы мы были едиными, понимаете, братья и сестры, киргизы, таджики, узбеки, казахи, туркмены. У нас был, чтобы один Евроазия. Союз. Может, не Евроазия, просто союз. Чтобы границ, вот это убийство, чтобы не было у нас. Чтобы из-за кусок земли, который останется после нас и после вас, и после наших предков оставалось, чтобы мы не убивали друг друга, чтобы мы не разжигали войны между собой, чтобы мы ненавидели, как сейчас происходит. Мне просто очень стыдно, мне больно, я не могу 3 дня уже спать. Что там творилось, вы понимаете? С обеих сторон. Женщины и братья все плачут. По крайней мере, того видела. А то, что в YouTube-каналах тоже делается, это фейки. Я не знаю, что это за каналы с обеих сторон. Что они там творят? Они разжигают обратно же войну, они провокации ведут. Ладно, уж не будем сказать, что, ладно, по всему миру сейчас говорят, что как бы Таджикистан, страна-агрессор, они напали. Нет, это не так, потому что это подтверждают ваши же депутаты. Я благодарна им, что они говорят правду. Хоть кто-то, есть люди в Киргизстане тоже говорят правду, да? Действительно напала, была первая стрельба со стороны Киргизстана. Я этим не осуждаю и не хочу, чтобы нашим сказать, что они наши правильно сделали, таджики тоже. Они тоже неправильно сделали.
Они тоже не должны были войти туда, в чужую страну. Я их тоже осуждаю. Это было неправильно с их сторон. Но поймите, во время войны, там, когда есть агрессия, это они подались провокации, и ты не знаешь, что там творится, потому что меня там не было. Мы с вами далеко находимся. И мы не имеем права из-за того, что сейчас происходило там, рассуждать и разжигать войны между собой, ненавидеть друг друга. Потому что мы жили бок о боку, не было никаких проблем. Я сама жила там, в Таджикистане. Я знаю, что какие люди, киргизский народ. С казахами тоже дружила. Среди них у меня есть друзья, подруги. И я не хочу терять их. Так что давайте напишем. Может быть, мой видеоролик чуть больше, а вы можете только 2 минуты или 3 минуты. Просто сказать, я за мир, я поддерживаю мир против войны, призывать ООН, правозащитные организации независимые, чтобы они организовали комиссию, независимую комиссию, чтобы не относилась ни к Кыргызстану, ни к Таджикистану. Они расследовали вот это дело, последний конфликт, ладно, не скажем, там дальше не пойдем, последний конфликт расследовали и наказали виновников, именно виновников этого конфликта по закону, на основании закона, по всей строгости закона. И в дальнейшем, чтобы мы организовали, что подумали насчет этого единый союз с Азией, и чтобы, где бы ни находились, в Европе, в России, в Америке, где бы мы ни находились, мы с вами, братья и сестры, чтобы мы были едиными, понимаете, едиными. И чтобы мы организовали, мы сидели за одним дастарханом, мы организовали бишпармак, плов. Не тот плов, который организовали несколько раз, организовали тот плов, ели, не знаю, Баткенты со стороны Сурской области, правительство наше, и таджикские, и киргизские, они организовали плов, ели, через 2-3 дня или месяц, сами больше, опять же, там была война, опять же, кровопролитие. Мы не хотим такой плов, мы хотим другой. Мы народ, простой народ, мы будем организовать вместе с киргизами, казаками, узбеками, со всеми Средней Азии другой плов, другой бишпармак. В Европе, по всему миру, где бы ни находились. Мы будем добиваться этого. Конечно, с вашей помощью, если будем поддержать друг друга, мы добьемся много. Народ – это сила. У народа такая мощная сила, которую мы не представляем. Вы понимаете? Мы этого не представляем, мы какие сильные. И какой-то криминалы, которые сидят сейчас, с ними решать не можем. Это наша сила. Так что, друзья, кто хочет выйти со мной в контакт, пожалуйста, это мой YouTube-канал, который я веду, правовой, в основном правовые консультации. Ну, иногда, конечно, политику трогаем. Можете связаться со мной. В мой мессенджер я напишу там внизу, связаться. И давайте будем организовать, давайте будем жить мирно и будем обратиться к ООНу, правозащитным, независимым правозащитным организациям, правозащитному институту, чтобы они в этот раз вмешивались в это все. Чтобы мы поставили точку в конце-то концов. И чтобы мы соединились. И все потом написали вот это заявление от имени единой. Таджики, обращайтесь к своим, и киргизы, узбеки тоже наши братья. Прошу вас, в стороне не оставайте. Спасибо вам большое. Всем здоровья, и чтобы мы больше не видели вот этой войны, и чтобы наши матеря, чтобы наши сестры не плакали, чтобы вот эта вражда между нами раз и навсегда закончилась, чтобы кончалось бы это все. Я жду от вас, жду ваших звонков, и я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами, киргизы, узбеки, таджики, нахожусь я в Европе, организуем хороший плов, хороший бишпармак, киргизский, казахский. Посидим, поговорим, и все будем обсуждать про свой союз, единый союз, и больше не будет литься слез наших матерей, и
отцов. Спасибо вам. Ассаламу алейкум.